гражданско-патриотическому проекту. Глава республики выступит с ежегодным посланием Государственному собранию Илтумен 15 декабря. В обращении Айсен Николаев озвучит стратегические направления развития республики на ближайшую и долгосрочную перспективу, основные векторы деятельности регионального парламента, правительства, органов местного самоуправления. Прямую трансляцию из зала республики будут вести телеканалы НВК Саха, Якутия-24 и радиостанция Татим. Дисциплинарные взыскания ждут ответственных лиц 4 районов республики, которые не получили паспорта готовности к отопительному сезону. Речь идет о представителях администрации и профильных комитетов Анабарского, Горного, Татинского и Оленёкского улусов. Сегодня об этом на профильном оперативном штабе заявил первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников. Также обсудили недопустимость возникновения аварийных отключений электроэнергии. Ресурсоснабжающие организации должны в полной мере обеспечивать жителей бесперебойным электричеством. Кроме этого, главам районов вице-премьер поручил усилить работу с гражданами в части предупреждения и разъяснения пользования резервными источниками тепла. Сегодня проходят служебные проверки в части привлечения к дисциплинарному взысканию работников ГУПа ЖКХ и Министерства жилищно-коммунального хозяйства. При этом мы всегда с этой задачей справлялись. Зима для Якутии, она суровая, и в этом плане, конечно, внимание прохождения отопительного сезона она должна быть должным образом во внимании не только надзорных органов, но и правительства и Министерства жилищно-коммунального хозяйства. В сегодняшнем штабе мы рассмотрели вопросы энергетиков, вопросы и нарекания имеем мы и в адрес поставщиков электроэнергетики, в частности Якутэнерго. Сегодня, к сожалению, аварийных ситуаций больше, чем аналогичный период прошлого года. И здесь мы очередной раз потребовали, чтобы энергетики, как говорится, с этой проблемой справлялись. В Сочи продолжается Конгресс молодых ученых. Это ключевое мероприятие Года науки и технологий в России. В центре «Сириус» собрались представители ведущих образовательных организаций со всей страны, победители конкурсов грантов, а также студенты, школьники, которые активно занимаются исследованиями. На месте событий работает наш собственный корреспондент Максим Кардозу. Во второй день Конгресса молодых ученых запланировано много различных мероприятий. В центре внимания IT-сфера, современные технологии, искусственный интеллект. Но с утра внимание многих приковано к площадке «Россия – страна возможностей», где эксперты представляют свои инновационные проекты. Через несколько часов от Якутии там должен выступить Иван Христофоров. Это ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения. Причем у Ивана сразу два доклада. Первый об изменении климата и влиянии этого процесса на вечную мерзлоту. А второй посвящен Фонду развития молодых ученых в отдаленных регионах. Мы встретились с Иваном заранее и узнали, какой якутский опыт более всего интересен российским ученым и чиновникам. У нас Республиканский фонд поддержки молодых ученых, он год назад стал лауреатом лучших практик. И вот многие регионы начали к нам обращаться по поводу передачи учредительных документов и конкурсных документов, чтобы создать подобные фонды в других регионах. Сейчас наша задача масштабировать его на Дальний Восток, потому что проблемы Дальнего Востока это примерно такие же, как у нас в республике. Это отдаленность территории, научные школы начинают чуть-чуть уже уменьшаться. Также еще одна эксклюзивная якутская тема, которая заинтересовала экспертов на Конгрессе, это сохранение и изучение мамонтовой флоры и фауны. И здесь нашим экспертам тоже есть чем поделиться с коллегами. Задачей нашей лаборатории является разработка ресурсосберегающих способов поиска и добычи сырья мамонтовой фауны, включая бивни мамонта и другие палеонтологические остатки животных, которых на территории республики великое множество благодаря уникальным климатическим условиям. Перезнакомились с людьми, безусловно, нашли уже кое-какие контакты, которые в перспективе могут нам помочь развиваться и добиваться своих целей. Напомним, что в Сочи собрались рекордные 3000 человек. Якутская делегация – это 12 представителей СВФУ и СОРАН. А сам Конгресс закончится уже завтра, 10 декабря, когда и будут подведены основные итоги года науки и технологий. С места событий Максим Кардозу, Виктор Олесов, Сочи. К другим новостям. По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Татинском районе строится дорога от Байгинского наслега до Республиканской дороги.
Ранее данный участок размывали продолжительные дожди, приходилось часто проводить аварийно-восстановительные работы. Строительство 40 километров дорог разделили на 3 этапа. В этом году завершится первый этап, это протяженность в 7 километров. К сведению, Баягинский наслег находится от райцентра в 80 километрах. Дорога это муниципальная до Баяги. Протяженность участок 7 километров уже построили. Подрядная организация ТАТ «Автодор» – это местная организация, которая имеет мощности производственные людей и готова, в принципе, она продолжить работу в дальнейшем. Осталось 29 километров построить дороги. Состоялось торжественное открытие дополнительного корпуса для содержания лабораторных животных. В виварии важная часть каждой ветеринарной лаборатории. Все животные используются в амбулаторно-диагностической работе, направленной на диагностику инфекционных, в том числе общих для человека и животных болезней, а также для проведения планово-профилактических исследований. Данный объект очень актуальный для Якутской республики в целом. С учетом того, что в текущем году были финансовые проблемы, служба ветеринарии достойно вышла из ситуации, и в части строительства они изыскали дополнительное финансирование и в короткие сроки создали эту лабораторию. Актуально тем, что сегодня очень много эпидемической ситуации в Российской Федерации оставляет желать лучшего. Мы на примере текущего года это посмотрели. И вот наши соседние буквально субъекты Российской Федерации страдают и с другими болезнями, в том числе африканской чумы свиней, ящера, и так далее, и так далее. А в нашем случае она выглядит как укрепление материально-технической базы, службы ветеринарии. И мы считаем, что данное обновление материальной базы, она только начало развития службы ветеринарии в будущем. И считаю, что мы в будущем его должны оснастить в полном объеме лабораторными оборудованиями, и, конечно же, увеличить финансирование вообще всей службы ветеринарии. В Якутском медицинском колледже в этом году начали реализовывать федеральный проект под названием «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Так, в колледже проводят бесплатное обучение по 3 направлениям – медицина и социальный уход, эстетическая косметология, лабораторный и медицинский анализ. В настоящее время студенты и слушатели сдают демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. По словам экспертов, данная форма испытаний лучше традиционной. В канун празднования Дня спасателя России в Доме правительства прошло мероприятие, посвященное всероссийскому гражданско-патриотическому проекту «Дети-герои». В рамках этого состоялось награждение детей, которые, рискуя, спасали жизни других людей. Мероприятие прошло под председательством сенатора Егора Борисова. Ежегодно к этой награде представляются несколько десятков детей и подростков со всей России до 16 лет. В этом году из числа таких детей самое большое количество наград получают именно дети-герои из Якутии. В этом году от республики поступило 25 предложений. Из них, рассмотрев комиссии Совета Федерации во главе заместителем председателя Совета Федерации Юрием Воробьевым, выбрали 13 детей, 3 награждаются медалями и остальные благодарственными письмами. У нас среди награждаемых дети, которые спасали детей в водах во время купания. И вы знаете, что в Бескиле, в горном районе, тоже во время лесных пожаров, дети не испугались, определенную ответственность проявили и спасали и имущество, предупреждали людей, чтобы не было последствий, жертв и так далее. Вот этих детей мы награждаем. В республике продолжается чествование героев Отечества. В Якутске прошло торжественное мероприятие «Возвращая имена». Участие приняли ветераны боевых действий, представители Намского и Мегино-Кангаласского районов. Кроме того, онлайн-участие в торжестве приняли и представители Ржевского района Тверской области, куда в этом году в поисковую экспедицию поедут 20 студентов. У нас есть свои герои уже в мирное время. И сегодня от службы спасения на нашем мероприятии будет чествована девочка, ей всего 14 лет. Она занимается спасением, и в этом году она спасла 3 утопающих. Да? То есть и в мирной жизни у нас, конечно, есть место подвига.
Якутске презентован документальный фильм «Федор Попов», посвященный жизни и подвигу прославленного якутского воина. Именно он одним из первых в полку переправился через реку Днепр. Своими смелыми действиями он способствовал преодолению реки другим стрелковым подразделениям. В рукопашной схватке в траншее врага уничтожил до 50 солдат противника и удерживал плацдарм до переправы основных сил. Звание Героя Советского Союза красноармейцу Федору Попову, первому из якутян, было присвоено указом Президиума Верховного Совета Советского Союза за мужество и героизм. Герои фильма, родственники и земляки из Мегино-Хангаласского района рассказывают о событиях, происходивших в октябре 1943 года на реке Днепр, имевших важнейшее стратегическое значение для всего хода Великой Отечественной войны. Ученики Амгинского лицея имени Керенского съездили в лагерь «Артек» по путевке Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Всего по республике было выделено 18 путевок, из них 11 досталось отряду военно-патриотического клуба «Звезда» Амгинского лицея. Отряд юнармейцев лицея сформирован еще с 2018 года благодаря проекту «Старт в космос». За эти годы юнармейцы лицея стали ярким примером для своих сверстников. Всего по району в движение вступили 173 школьника из 8 школ района. В Артеке было очень хорошо. Там, получается, такая дружба народов получилась, что и русские, и якуты, и разные народы дружили целую смену, это 21 день. По части юнармии мы в основном занимались сборкой-разборкой автомата. Я наконец-то научился делать сборку-разборку автомата, потому что я в Якутии еще не умел. Мы ходили много куда, был лазертаг, ориентирование. Еще мы разбирали и собирали автомат. Кстати, это было, мне давалось довольно немного сложно. Таковы новости к этому часу. Мы следим за развитием событий. До встречи.